На выборы в местные Кенеши будет затрачено 235 миллионов сомов. Как говорят члены ЦИК, избрать предстоит несколько тысяч депутатов. 11 декабря выборы в местные советы пройдут в 405 населенных пунктах, в том числе в 21 городе. В ЦИК говорят, к предстоящим выборам уже все готово. Территориальные комиссии уже утверждены, и осталось определиться с некоторыми процедурными моментами. 405 очередные выборы и 6 кенешей будут избраны у нас досрочно, но решение об этом будет еще принято. Предполагается, что мы проведем все эти выборы в один день. По всей стране будут открыты 1900 избирательных участков. Мы будем избирать 7496 депутатов местных кенешей. Исходя из среднего количества кандидатов по прошлым выборам, это было около 3 на одно место, вы можете себе представить, что мы свыше 20 тысяч кандидатов нашей комиссии должны будут зарегистрировать и контролировать соблюдение ими законодательства выборов. В этом году серьезная работа предстоит и ГРС. В преддверии голосования уже уточнены границы избирательных участков. И теперь специалисты Госрегистра проводят сверку списков избирателей. В этом году выборы в местные Кенеши впервые пройдут по биометрической системе. Поэтому аппаратуру к предстоящему голосованию готовят тщательно. Мы совершенствовали систему идентификации избирателей, упростили. Для этого нам даже дополнительно были выделены швейцарским правительством 14 миллионов сомов, на которые закупается специальное оборудование для автоматически считывающих МРЗ-зон в паспортах. Все технические обслуживания, которые были на прежних выборах, Центр избирком свои автоматически считывающие органы сами обслуживали. Мы биометрические аппараты, поэтому это две службы на этих выборах будут совмещены и для оперативного реагирования на какие-то недочеты или там поломки оборудования, выхода из строя. К работе над выборами уже подключаются и независимые наблюдатели. Как ожидается, следить за ходом голосования будут как международные эксперты, так и представители местных неправительственных организаций. По словам членов ассоциации Таза-Шайло, главным вопросом, на который намерены обратить внимание эксперты, будут списки избирателей. На прошлых выборах именно этот вопрос вызвал наибольшие нарекания. Мы намерены в рамках наших действующих проектов направить 800 краткосрочных наблюдателей. Получается, мы будем охватывать по республике 800 участков. А также в течение месяца у нас будут задействованы 23 долгосрочных наблюдателя. Они будут мониторить процесс полностью от начала, как составляются списки избирателей, как информируются вообще избиратели о местных выборах. Также мы будем тоже проводить информационные кампании, чтобы избиратели активно участвовали в процессе выборов, сдавали свои биометрические данные, чтобы они могли во время выборов проголосовать. Эксперты говорят, было бы хорошо, если бы референдум по изменению Конституции удалось провести в один день с выборами в местные Кенеши. Это бы сэкономило внушительные средства. Если сам по себе референдум обойдется стране примерно в 320 миллионов сомов, то в случае совмещения голосования расходов будет в 3 раза меньше. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. Пожалуйста, подожди.